Лондонский «Арсенал» на выезде со счетом 1-0 обыграл Манчестер Юнайтед в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу. Гол на 69-й минуте встречи с 11-метровой отметки забил нападающий канониров Пьер-Эмерик Обамеянг. Благодаря этой победе его команда поднялась на 8-ю позицию турнирной таблицы, набрав 12 очков в 7 турах. Клуб из Манчестера располагается на 15-й строке, имея в активе 7 баллов после 6 игр. В следующем матче 8 ноября «Арсенал» в Лондоне примет Астон Виллу, а Манчестер Юнайтед днем ранее в гостях встретится с Эвертоном. Футболисты московского ЦСКА в гостях одержали победу над волгоградским «Ротором» в матче 13-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч на 41-й минуте забил полузащитник армейцев Алан Загоев. ЦСКА продлил победную серию в чемпионате до 4 матчей. Команда вышла на первое место турнирной таблицы, набрав 28 очков. Следом идут петербургский «Зенит» и столичный «Спартак», у которых по 27 пунктов. Волгоградский клуб располагается на 15-й позиции, имея в активе 6 баллов. В следующем туре ЦСКА на своем поле примет Ростов. Игра пройдет 8 ноября. Ну а «Ротор» днем ранее в гостях сойдется с тульским «Арсеналом». Московская «Динамо» обыграла столичный ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на ВТБ-арене и завершилась со счетом 4-3. В составе победителей дубль оформил Дмитрий Яшкин. По одной шайбе забросили Вадим Шипачев и Темо Пулкинин. У армейцев отличились Иван Телегин, Никита Коростелев и Максим Шалунов. ЦСКА продолжает лидировать в таблице Западной конференции, имея на счету 36 пунктов. Динамовцы идут на 5-й строке, набрав 24 очка. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с подольским «Витязем», а армейцы дома примут московский «Спартак». Обе игры пройдут 10 ноября. Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Лоренцо Саннего в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования завершились в Вене. Российский теннисист выиграл со счетом 6-4, 6-4. Благодаря победе на этом турнире Рублев впервые в своей карьере квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в середине ноября в Лондоне. В данный момент россиянин занимает 8-ю строчку в рейтинге ассоциации. Теперь в его активе 7 побед на стартах под эгидой данной организации. Его лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема» является выход в четвертьфинал. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры, по-прежнему является чемпионом UFC в легком весе. Организация не будет спешить освобождать титул. Напомним, 24 октября Нурмагомедов в 3-й раз защитил титул чемпиона, победив американца Джастина Гейджи. После этого поединка россиянин заявил, что уходит из большого спорта. Сообщается, что президент UFC Дана Уайт считает, что Нурмагомедов вернется в бои с целью довести свою статистику до 30 побед. Напомним, в данный момент на счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения. Старшему тренеру сборной России по вольной борьбе якутянину Петру Юмшанову присвоено звание заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Тыва. Как сообщает «Спорт Якутии», награждение прошло накануне в Кызыле в ходе Кубка министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу по вольной и греко-римской борьбе. Награду якутскому специалисту вручил глава Республики Тыва Шалбан Караол. Напомним, Петр Юмшанов является заслуженным мастером спорта России, заслуженным работником физической культуры и спорта Якутии, двукратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата мира и обладателем Кубка мира по вольной борьбе. К этому часу это все спортивные новости. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!